Жаныбек Калканович, сиз чүйдө жер боюнча чырларды жакшы билесиз. Мисалы, Сокулук, Московский райондо жайында элди кыдырганда мага мындай претензиялар менен келишти да. Бул жерде 8-чи пункт ачсаңыз, Акылбек Кусенбекович, айтып атпайсыздарбы да, көп жылдык бактарактарды өстүрүү үчүн ижаралык шарттар менен берилет депчи. Чүй жеринде мындай болуп атат да азырчы. Вот кичи ишканасы, кичи бир жалгыз фермер деген жерлерди алат экен, иштетем деп техника алат, анан иштетип баштайт. Аягында деген, может быть, бир жерден арендасын төг албай калса, жерлерди деген местный самоуправлениянын депутаттары, биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары деген жерди кайра алып коюшуп, кийинки немеге конкурска деген более кымбатыраак бааны коюшуп туруп, и ошол кичи деген иштеткен кичи фермер деген жерсиз да калат, техниканы да бекер сатып алып, кредитти да мойнунда илинип калып атат да. И бул мыйзам деген сиз тем более 49 жылга киргизип атат деп айтып атпайсызбы? Такыр эле анда биз рабовладенческий стройго киргизип койбойбузбу ошондой малый бизнестичи? Чоң мындай колунда чөнтөгүндө бар адамдарыбыз деген чоң гектарлар менен анс эле жерлерди алып атышат. Андан деген кичинекей маленький фермерлер, у них вообще не будет ни финансового доступа, если они аренду поставят на 49 лет высокую, ни он еще алдын ала ойлогондо деле мен буга алым жетпейт деп. Анда мисалы ошо жергиликтүү калк деген кирбей, мындай чоң сиз айткандай инвесторлор кирип калып, жергиликтүү жерде жашаган адамдардын недовольствосуна алып келбейби деп мен сизге суроо берет элем да. Анткени Чүй район, Чүй областында Сокулук менен Московский эки жерде ушундай ызычуулар бар азыркы убакытта. И жергиликтүү кеңеш менен ошакта иштеткен фермерлер, ошо жерди алып иштеткен, арендага алып иштеткен адамдардын мындай нааразычылыктары абдан чоң болуп атат да. Биз деген техниканы алабыз, кредиттерди алабыз, эмки жылы аренданы көбөйтүп коюшат, төг албай алсак, биз вообще талаада алып калып атабыз деп. Мы к банкротству малого бизнеса не приведем вот такими вещами. Вот ваше личное мнение, да? Вот сегодняшнее законодательство, к сожалению, приводит именно к банкротству наших фермеров, которые арендуют эти земли, в особенности земли ФПС. В Германии меньше чем на 10 лет аренда земли не дается. Если даже хозяин меняется, то арендный договор не меняется. Они вот таким образом защищают фермера, который вкладывает деньги туда. Не меньше, чем 10 лет. Я это рекомендовал и правительству тоже. Мною разрабатывается законопроект, правда, другой уже, он касается аренды сельскохозяйственных земель, ФПС, с тем, чтобы мы могли защитить того фермера, который берет кредит, проводит ирригацию, берет трактора, и с помощью этого он осваивает эту землю. Он должен быть гарантирован. Здесь я полностью вас поддерживаю. Что касается данного законопроекта, это касается пастбищ. Если на территории какого-нибудь Айлюк-Мыту есть пастбище, и этот Айлюк-Мыту решает, что из этого пастбищного фонда она готова выделить там 100 или 200 гектаров земли, то он проводит конкурс, и на конкурсе в первую очередь его получают местные жители. Если они захотят объединяться, то они объединяются, вот 50 гектаров. Это опыт и Польши есть, они объединяются, и, потому что не могут они холодильники построить, один фермер сам по себе. И постепенно это двигается вперед. Акылбек Кусенбекович, я к чему это задавала, этот вопрос, да? Именно в Чуйской области большой приток внутренней миграции. Абсолютно именно правильно. В Чуйской области идет недовольство по распределению земель. Первичка, вторичка, когда получает. И именно в Чуйской области возникнет вопрос о том, что когда местное самоуправление, особенно дотационное Айлук-Меттер, когда будут поднимать вопрос о сдаче аренду, они будут преследовать цель не частного предпринимателя и человека с этого села. Они будут преследовать цель получения выгоды. И то есть там будет стоять вопрос, кто больше заплатит. Неважно, местный это будет гражданин, который всю жизнь там работал, да, и это его территория. И, ну, в смысле, вот непосредственно ему удобная территория, недалеко от его села. Или будет пришедший со стороны. Это будет, я думаю, что здесь в конечном итоге, именно в этой области у нас сейчас много конфликтов. Вот в Сокулуке как раз таки. И я думаю, здесь учитываются ли вот такие вещи, что будет социальное напряжение, что будут конфликты на местах. Вот по Чуйской области, вы знаете, у нас много уголовных дел было с чиновниками, которые по 300-500 гектар земель взяли, ни себе, ни людям, там налоги не платились, как-то коррупционным образом все это делалось. А на местах местное самоуправление, оно же тоже будет преследовать цель обогащения. И они не всегда будут объективны по отношению к тем, кто там живет.
Сейчас этот очень, вот если вы, встретитесь с жителями, да, вот я вам конкретно могу назвать села, вот Сокулуки и села в Московской области. Каждый год, летом, когда мы ездим, каждый год жалобы идут. И бизнес маленький, малый предприниматель, он жалуется на то, что я вложил, я взял технику, а потом меня Айлукмет, местные депутаты, просто-напросто оставляют на улице. Потому что в следующий год они просят не 15 тысяч, да, там, с территории, а уже 30 тысяч, да, там, с гектаров, условно. Да, полностью я вас поддерживаю, Эльвира Ильина. Я сам объездил и Нарынскую, Чуйскую, и Баткенскую область, когда мы обсуждали этот законопроект. В первую очередь, в Чуйской области это земли ФПС, которые дают в аренду Айлукмыту. К сожалению, местные кенеши меняются раз в 4 года, и как только они меняются, начинаются конфликты с теми фермерами, которые взяли в аренду эту землю. Я вижу только один выход, это значит земли ФПС. Мы раньше это как передаваемые полномочия передали местным аильным кметам. Надо, чтобы они регулировались, политика велась Министерством сельского хозяйства, и на уровне района они как бы имели защитный механизм. Вот в Германии придумали единственный механизм. Как вы пропишете там, чтобы это первый приоритет был? Это не в этом законе, это в другом законе, это касается земель ФПС. Нет, вот а как прописать так, чтобы в первоочередном порядке это предоставлялись условия, несмотря на цену, жителям, проживающим там? Вот как мы защитим малый бизнес, местных граждан? Именно поэтому мы... Да, именно поэтому я и предлагаю, чтобы давать в аренду или не давать, решал местные органы власти. Местные органы власти в лице Айлукмыту и Айлық Кенеши, они должны в первую очередь своим избирателям давать. В Сокулукском районе на сегодняшний день несколько... Положение разработаем. Акылбек Усемекович, я к чему говорю? Я алдын ала көріп атам да, бұл мәселенің арқасында да, мен ойлаймын, нарында деле ошондой болот, чүйдө деле ошондой изучу болот да. Сокулукта деген местный кеңеште соттошконго чейин барып атышат, а местный кеңеш менен бир тарап, ишкерлер бир тарап отуруп алышып, бири менен эмнеге тил табышпайт десе, местный кеңеш айтат, мы дотационные, нам нужны деньги. А Ишкер говорит, как государство вы меня защищаете? И вы сейчас перекладываете опять на местный кеңеш, и тогда в итоге на местах, где большой поток внутренней миграции, еще больше будет социальных напряжений. Потому что в погоне за деньгами... Давайте вместе с вами ко второму чтению продумаем, как постараться избежать этого конфликта. Изначально все конфликты происходят из-за воды и земли. Поэтому тут нам надо, к сожалению, земельные отношения, они остались неотрегулированными после того, как мы земли раздали. И сейчас фермер, он остался один на один с этим. Я думаю, все-таки вот, может быть, такие законопроекты или преждевременные, или как-то какие-то внутренние постановления правительства должны быть о определенных ограничениях. Потому что последствия я согласен, будут, я не возражаю, я полностью согласен. Будет очень много эмоций да. там. Я полностью согласен с вами. А так, в целом, я понимаю, что вы преследуете очень такую правильную цель, да? Спасибо. Спасибо.